Добрый вечер, уважаемые телезрители. В прямом эфире информационная программа «Новости». В студии Сульязин. Здравствуйте. Душанбе – сокровище в сердце Азии. Душанбе – город мечты, сердце суверенного Таджикистана. Таджикистан – рай на земле, где с наступлением рассвета лучи солнца рассеиваются, превращая в сказку горные реки, живописные озера, кристально чистые родники и вечно поющие водопады. Таджикистан, как сокровищница прозрачных и бирюзовых озер и рек, неповторимой природы, снежных серебристых вершин и величественных изумрудных гор, привлекает многочисленных туристов со всех уголков мира. О созидательном процессе, который происходит в столице, расскажет Зумрат Файдиева. Душанбе – город, утопающий в зелени и благоухающих цветах. Он неимоверно прекрасен и расположен в объятиях живописных предгорий. Каждый, кто приезжает в этот удивительно красивый город, выражает чувство огромной радости от вежливого обращения, гостеприимства, человеколюбия и высокой культуры таджикского народа. Душанбе – современный мегаполис, город-цветник с красивыми тенистыми парками и цветочными аллеями. Облик современного Душанбе неописуем, и не случайно его называют городом цветов и юности. Меня зовут Алина, я из Москвы, я здесь уже почти месяц, здесь чудесная погода, до сих пор цветут розы, прекрасные фонтаны, и я отлично провожу здесь время, параллельно занимаюсь своей работой онлайн. В Душанбе современные красивые парки названы именами известных исторических личностей таджикского государства и нации, в честь которых здесь же установлены памятники. Каждый из этих современных парков и скверов отличается своим неповторимым обликом и великолепием и весьма комфортный для отдыха жителей и гостей столицы. Создание новых аллей, украшение их красивыми цветами в центре города считается логическим продолжением в свете созидательного процесса лидера нации уважаемого Эмомали Рахмона и председателя города Душанбе уважаемого Рустами Эмомали, что придает столице страны, городу Душанбе, особую красоту и великолепие. Вдоль памятника Исмаили Сумуни раскинулись цветочный сквер, красивейший парк культуры и отдыха имени Устода Рудаки, тенистые аллеи, где можно насладиться чистым воздухом, наполненным тонким ароматом цветов и листвой декоративных деревьев, восхищаться палитрой цветов. В парке установлен скульптурный ансамбль-памятник Адаму поэтов великому Абу Абдулло Рудаки. Меня зовут Максим Инюшкин, я из Москвы. Я в Душанбе уже 15-й день. Прекрасный город, прекрасная погода. Мне больше всего понравились ваши зеленые парки. Прекрасные парки в таком климате прекрасно поддерживаются, обслуживаются, постоянно кто-то за ними ухаживает. Цветы, огромные деревья, очень красиво, просто очень красиво. Я был поражен. Прекрасная погода. Светит солнце, тепло, ночью прохладно, прекрасно. Кроме парков, я был в Наврузго. Огромное монументальное сооружение. Значит, меня больше всего поразила столовая, которая отделана деревом вся. Высота потолков, наверное, несколько десятков метров. Запах кедра. Очень такое монументальное сооружение. Прекрасная кухня. Кухня таджикская меня поразила, наверное, больше всего пловом. Я видел, как его готовят. Меня приглашали мои новые таджикские друзья. Мое имя Татьяна, я приехала из Германии. И этот город, какой мне очень нравится. Тут много зелени, много цветочки везде. И что мне нравится самое хорошее, это людей, какие все очень добрые. Меня зовут Юлия Лебедева, я приехала из России. Я в городе Душанбе нахожусь неделю. Мне очень понравился ваш город. Он очень красивый и днем, и вечером. Я вижу, что он строится, и я думаю, что он будет еще красивее. И я считаю, что самое главное богатство этого города – это люди. Они очень добрые, гостеприимные. Мне очень понравилось, как нас приняли. Сегодня Душанбе стал ярким примером экологичного города мирового масштаба. Душанбе включен в список самых зеленых городов мира и является одним из самых экологически чистых городов Азии. В Душанбе прошел республиканский конкурс «Атласа и Адраса-2024». В рамках фестиваля была организована выставка с участием более 20 таджикских мастеров-производителей традиционных тканей. Подробности у Шахло Пердиевой.
На республиканском конкурсе «Атласа и Адраса-2024», состоявшийся в эти дни Душанбе, было многолюдно. На фестивале представители правительства страны, руководства Министерства промышленности и новых технологий, исполнительных органов государственной власти городов и районов страны, министерств и ведомств, дипломатических корпусов, международных организаций ознакомились с выставкой «Атласа и Адраса» отечественного производства и дали высокую оценку образцам «Атласа и Адраса» отечественных мастеров. В рамках республиканского фестиваля была организована выставка с участием более 20 таджикских мастеров-производителей традиционных тканей, которые показали свои работы, а также продемонстрировали домашние станки по производству тканей, внутренние декорации и принадлежности. С целью повышения эффективности принятых мер в текущем году фестиваль «Атласа и Адраса» проводится в 3-й раз в новом формате, что создает возможность общения и обмена опытом между профессиональными дизайнерами и производителями ткани, что способствует не только производству качественной одежды, но и шелковой, смешанной хлопковой ткани, которые имеют высокий спрос на мировых рынках. Разноцветность и красота атласа и адраса в этом сезоне были показаны в коллекциях известных модельеров. На основании требований фестиваля вся представленная продукция изготовлена из материалов отечественных производителей. В завершении мероприятия всем участникам республиканского тура фестиваля Министерством промышленности и новых технологий Республики Таджикистан и партнерами были вручены грамоты и другие памятные подарки в традиционной и современной таджикской одежде, а также домашних станков по производству тканей. Шахлопердиева, Далер Сотиков. Новости. По инициативе председателя Маджлиса Милли Маджлиси Оли, председателя города Душанбе, уважаемого Рустам Эмомали, и исполнительного органа государственной власти города Душанбе 25-27 сентября в честь Всемирного дня туризма в Душанбе состоится первая международная туристическая выставка Душанбе-2024 Душанбе International Tourism Exhibition. Соответствующее решение подписано председателем города Душанбе, уважаемым Рустам Эмомали. Богатая история и богатое культурное наследие, уникальная красочная природа и райские места Таджикистана являются основой для развития туризма, который является одним из важных направлений развития национальной экономики. Таджикистан – уникальная страна для развития туризма. Здесь богатая природа, гостеприимный народ, необыкновенно вкусные фрукты и национальные блюда, а также высокие горы и кристально чистые реки. Говоря обо всех удивительных достоинствах уникальной и разнообразной природы Таджикистана, нельзя забывать и о том, что наша страна богата историческими и культурными достопримечательностями. Солнечный Таджикистан влечет туристов со всех уголков мира для лечебно-оздоровительного отдыха, экологического и спортивного туризма. Здесь можно заняться альпинизмом, горным велоспортом, парапланеризмом, рафтингом и многими другими видами активного отдыха. Правительство страны продолжает системную поддержку туристической отрасли. Так, по инициативе председателя Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председателя города Душанбе, уважаемого Рустами Эмомали, и исполнительного органа государственной власти города Душанбе 25-27 сентября в честь Всемирного дня туризма в Душанбе состоится первая международная туристическая выставка Душанбе-2024. В рамках выставки также будет проведен международный туристический форум. Цель проведения выставки – развитие сферы туризма, организация регионального туристического рынка в Душанбе, презентация богатых природных ресурсов, культурного, оздоровительного потенциала страны, изучение привлечение прямых зарубежных инвестиций. В выставке примут участие субъекты туристического обслуживания Таджикистана, региона и мира, особенно городов-побратимов города Душанбе. Встречи пройдут в формате B2B, а также ожидается подписание новых документов о сотрудничестве. Наряду с проведением мероприятия состоятся консультативные занятия относительно вопросов обслуживания в отелях и гостиницах, деятельности гидов. В наше время туризм становится одним из основных факторов создания дополнительных рабочих мест, ускоряет развитие дорожного и гостиничного строительства, стимулирует производство всех видов транспортных средств,
способствует сохранению народных промыслов и национальной культуры. Туризм оказывает огромное влияние на такие ключевые отрасли экономики, как транспорт и связь, строительство, сельское хозяйство, производство товаров народного потребления и другие. То есть выступает своеобразным катализатором социально-экономического развития. Туризм позволяет развивать малый и средний бизнес, увеличивает занятость и самозанятость населения, способствует повышению качества жизни. Естественно, туризм увеличивает поступления в бюджеты всех уровней и способствует развитию экспорта. Зумрат Файзиева, Дельшоди Хужбах. Новости. Со 2 по 6 октября в Душанбе состоится чемпионат мира по борьбе дзюдо среди молодежи, в котором примет участие сборная команда Таджикистана в составе 25 человек. Сборная команда Таджикистана по борьбе дзюдо среди молодежи впервые примет участие в смешанной борьбе. Победители и призеры чемпионата мира по борьбе дзюдо среди молодежи наряду с медалями будут удостоены и денежных премий. Напомним, что чемпионат состоится на основе постановления председателя города Душанбе, уважаемого Рустама Эмомали. Цель мероприятия – пропаганда здорового образа жизни, обеспечение массовости спорта и оздоровления, развитие спорта в стране. В столице Республики Таджикистан, городе Душанбе, состоится еще одно спортивное мероприятие мирового уровня – чемпионат мира по дзюдо между подростками и молодежью. Это станет важным событием в истории таджикского спорта и предоставит уникальную возможность молодым дзюдоистам из разных стран продемонстрировать свои таланты на мировой арене. Организаторы уверены, что мероприятие не только станет грандиозным праздником спорта, но и внесет значительный вклад в развитие дзюдо в Таджикистане. По словам представителей Федерации дзюдо страны, этот турнир оставит незабываемый след в истории таджикского спорта и будет способствовать укреплению международных спортивных связей. Чемпионат мира по дзюдо среди молодежи станет важным шагом к популяризации данного вида спорта в Центральной Азии, а также предоставит уникальные возможности для юных спортсменов заявить о себе на мировой арене. Развитие физической культуры и спорта является одним из приоритетных направлений социальной политики государства. Реализуется в образовательной, культурной, здравоохранительной, молодежной, национальной, международной сферах. В период независимости на территории страны, в том числе и в образовательных учреждениях, то есть для подростков и молодежи, было построено более 11 тысяч спортивных сооружений. В республике функционируют 126 стадионов, 7,6 тысяч спортивных площадок, 2,2 тысяч спортзалов, бассейнов и оздоровительных комплексов. Данные сооружения повысят уровень физической подготовки молодежи и способствуют развитию спорта в Таджикистане с целью укрепления и улучшения физического здоровья подрастающего поколения и популяризации здорового образа жизни среди молодежи. Уважаемые телезрители, только что поступила важная информация. Напомним, президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, находится в городе Нью-Йорк для участия в 79-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. 23 сентября президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в Нью-Йорке встретился с управляющим директором Всемирного банка по вопросам операционной деятельности госпожой Анной Берди. На встрече обсуждены вопросы сотрудничества Таджикистана с этим влиятельным международным институтом. Президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, назвал Всемирный банк одним из главных партнеров развития страны и выразил удовлетворение плодотворным сотрудничеством с ним. Было отмечено, что за 31 год двустороннего сотрудничества по финансовой поддержке банка в Таджикистане реализовано 116 приоритетных проектов в социальной, транспортной, энергетической и сельскохозяйственной сферах на общую сумму $2,9 миллиардов. Основными темами обсуждения были вопросы привлечения средств для реализации проектов развития национальной экономики и обеспечения социальных целей страны, сотрудничество в сферах гидроэнергетики, промышленности, доступа к зеленой энергии и развития зеленой экономики.
Выражена благодарность Всемирному банку за его лидирующую позицию в качестве инициативы в процессе финансирования достройки Рагунской электростанции. Стороны также обменялись мнениями об ослаблении влияния различных внешних факторов на экономику Таджикистана, привлечении дополнительных инвестиций и продолжении процесса реформ. Было подчеркнуто, что Таджикистан обладает богатыми природными ресурсами, особенно в области возобновляемых источников энергии, сельского хозяйства и расширения региональных связей, и для эффективного использования этого потенциала необходимо нарастить международную финансовую и техническую поддержку. На встрече также состоялась плодотворная беседа по другим темам, представляющим взаимный интерес. Уважаемые телезрители, это были все главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами и не переключайтесь.